Тут, ребят, дорога для меня заканчивается. Дальше хода нету. Так как здесь таежная река. Смотрите. Вброд не перейти. Только на лодке. Очень глубоко. Там мост, где вот коряги. Коряги принесла. Вот. Там, короче, мост. Надо было кустики там, блин, срезать, потому что на эти кустики накапливаются вот эти коряжники. И затора получается завал. Вот так. Такая картина. Ну что, возвращаемся обратно. Такая беседка тут, ну, лесничество раньше делала. Все гниет. Все гниет. Сперва я и пойду до избы, а там посмотрю. Может, выше от избы еще схожу. Ну, если не надоест. Если никого не будет, никакого взлета, ничего, лучше я в избе, я поваляюсь там, посплю. Иду и слышу какой-то гул. Там, оказывается, эти шмели или кто, их десятки штук, вот именно вот распустились вот эти, как вербы, вот эти мохнатые вот почки. И они пыльцу там собирают. Слышите? Как пчелы жужжат. Лесные пчелы, ё-моё. Прям их очень много. Здесь на УАЗике тоже очень скользко, блин. Все время в колею тянет, там боком еду. Но сейчас хоть немножко колея меньше становится. Раньше глубокие колеи были. А там вообще проезда осенью нету. Поэтому здесь объезжаю. На походах видите, как машина моя вот так едет. Там река идет. Тут небольшое озеро. Караси водятся. Я иду к избе от стола, который я показывал. Все так и решил туда сходить. Ну, время как бы тоже коротаю. Сейчас уже и тяга должна быть, но еще ни звука не слышал, чтобы вальшнеп где-то пролетел. Сейчас сходим туда. Сколько лет уже простояла эта изба. Если присмотреться, стоит ровно. Ровно. Или почва здесь хорошая. Не водит там ничего. Печка стоит. Ну, труба стоит, имею в виду. Значит, печь там есть. Изба высокая. Изба высокая. И он такой цвет загорелый. Это от солнца или я не знаю, от чего так. Ничем не пропитанного, потому что вон там естественный цвет, а вот тут какой-то вот так построили. Не чашка, я вот именно вот как ящик называется, или как по-другому еще. Ящик пелесента мишуам я. Вот. Ну, очень ровно. Потому что здесь хозяин, у него руки золотые были. Плотник хороший. Не знаю, из фундамент в углах, что там есть или нету.
где-то на земле вроде как стоит. Маленькое окно. Маленькое окно. Но почему-то вот, блин, у меня, как сказать, внутри себя как-то неловко чувствую, как будто чуть-чуть страх от этой избы. Я не знаю почему. Хрен пойми. Как-то без хозяева эта изба. И поэтому... Чалом заракарка. Пипец, тут птицы нагадили. Ё-моё. Глянем. Очень высокая изба. Не знаю, видно, не видно. Вот так перекладина так поставлена. Три бревна. Ну, здесь уже тоже начинает крыша гнить. Это хана будет избе. Это 100%. Тут подушку, наверное, раздербанили. Подушка там. Откуда, говорю, смотрю, столько перья. Чё там за ракарка? Тут тоже ништяк. Да. Я говорю, блин, так качественно сделано изба. К сожалению, у меня фонарик, в принципе, есть в рюкзаке, но не хочется. Тут слева есть зеркало, тумбочка. Тумбочка есть. Стул. Здесь слева такие небольшие нары. Два окна, очень маленькие окна. Вот были бы побольше, еще светлее было бы. Стол большой. Так, здесь книга Чужанму. Родная земля, типа, если перевести. Вот. Такая лампа нехитрая. Сделана из банки вот так. Фитиль на крышке там. Ну и кто-то конфеты угощался конфетами. Матрас, нары. Матрас сделан из сена, внутри сена набито. Уже все разорвано, все. Печь, конечно, капитально тут стоит. Кирпичная печка. Топка совсем маленькая. Топка маленькая. Очень маленькая топка. Печь большая. Кирпичная. Ну, блин, углы приварено, все приварено и стоит. Ну, я удивлен, немножко удивлен тому, что пол так ровно стоит. Щелинок практически нету, ничего. Потолок тоже вот покрашен, тоже вот сделано как-то. Честное слово, мне очень нравится, очень красиво. Ну, это видно, что потолок снутри обшит. Я высокий человек, и до потолка еще ого-го. А хозяин был низкий ростом человек. Низкий ростом человек, ну, такие дела. Ну вот, к сожалению, крыша начала гнить. Крыша начала гнить. Тут такая дощечка, вот, смотрите. По этой дощечке уже можно сказать, что рукастый был мужик. Сделано капитально хорошо. Не знаю, куда бы повесить. Вот сюда повесим. Не влезет. Гвоздь большой. Ладно, показал. Давно уже хотел я побыть в этой избе. Я, наверное, второй раз только за жизнь заходил сюда. Вообще не заходил давно. Один раз, наверное, были мы с другом. Родственник у этого. Тут вытяжка вот сделана. Что продувало. Не знаю, вот надо открыть. Вот мне вот надо это все открыть. С другой стороны, блин, я ведь не хозяин тоже. Надеюсь, видео родственники посмотрят, там приедут и вместо меня все сделают. Я не хочу это трогать. А хотя надо, чтобы все продувало под полье, и дверь открытым надо оставить. Но трогать не стану. Раньше как-то в избах я старался тоже открывать все это дело.
Не знаю, может родственникам не понравится, может еще какие-то. Есть такие избы, где я хорошо знаю своих знакомых охотников, и у них вот всегда я двери открытым или приоткрытым оставляю. И они мне ничего не скажут там. Вот тут с одной стороны все открыто, с другой стороны вот вытяжка сделана. Не, изба начинает. Вот тут тоже вот все уже. Все. Раз потолка не крыши не будет, изба. Хана. Хана. На родственник у них есть. Большая семья, между прочим. Надеюсь, увидят это видео. И думаю, смотрят мои видео там. Так что надо по-новому крышу крыть. Хоть слой рубероида туда положить, и еще несколько, ну хотя бы 10 лет простоит. Вот так, что-то вообще нету никого. Вон там столик наш. Видите, берег крутой. Нам сейчас идти вот так круговую. До столика дойдем, там перекурим. И дальше к избе. Ладно, изба, давай пока. Профнастилом или андулином, или еще чем-то. Или разобрать и увезти отсюда эту избу. Здесь все равно жизни не будет. Здесь, когда вот этот луг косили, траву косили, вот избу строили, тут заготавливали сено, жили. А сейчас это просто стоит. Можно продать кому-то. Многие мечтают о таких избах. Просто продать и все. Но это уже не наше дело. За других не будем решать ничего. Пусть сами что хотят делают. Не успел, ребят, включить камеру. У меня камера была выключена. Вот отсюда взлетел первый этот башня. Тяга начался. Или началась. Далеко, конечно, было. Он так улетел. За речи куда-то. Но он тут будет кружить, в принципе. Может, еще увижу. Оказывается, я рано вышел. Ну вот. Вон изба, ребят. Откуда пришли. Скукота. Нету птиц. Не у кого стрелять. Сова где-то. Вон там, в той стороне. Где он? А, вон там. Я тут сижу, что-то думаю, думал, здесь звук, а где-то вон там вайшный пролетел. Хоть поснимать для вас, здесь все равно стрелять не буду. Смотрите, какое дерево сухое. Тоже на материал пойдет. Сломалась с корня и висит, короче. Недалеко от дороги. Можно вытащить.
зачесы просека или что тут? Просека. Хорошо. Запомнили. Запомнили тоже. Кто-то кричит. Или сова. Сразу не понял. Какой-то крик интересный. Думал, человек кричит. Или еще какой-то зверь. Но думаю, как кто-то из пернатых. Но очень громко, честное слово. Моторка поднимается. Чуть-чуть не успел там к реке дойти. Быстро идет. А, это Ванька обратно поднимается. Сегодня днем кого снимал. Там Мишка и Ванька спускались. А сейчас Мишка дома остался, а Ванька обратно поехал. Ну, зеленая лодка. Наверное, он был. А может, ошибаюсь. Может, там еще там такого цвета лодок. Казанка вроде была. Ну, плохо видно. Но идет быстро. Вот так, я уже на подходе. Здесь последний поворот. Не взлетов ничего. Спрашивали в последнем фильме, есть ли у нас озера. И в моих фильмах вы видите только озера в лесном массиве, вот так, в гуще тайги. Нет таких открытых мест, чтобы, вот, скажем, раскидать чучела и сидеть там спокойно. Широких мест вообще минимум, мало. Наша местность такая густая тайга. Начало темнеть. За весь вечер только одного вальшнепа видел и еще одного слышал. Но другого вообще, где он пролетел, даже не видел. Я уже выше своей избы, на поворот, там ниже изба наша. Хотел еще выше подняться. Но, во-первых, птиц нету, во-вторых, уже начинает темнеть, чтобы что-либо показать вам. Дальше не пойду. Снова берег уходит, блин. Там течение промывает. А раньше там, вот здесь машинная дорога была. Блин, так прям каждый год заходит сюда. Да. Не, смысла не вижу дальше ходить искать.
только чисто послушать пение птиц. И все. Птицы радуют. Их много. Активно поют. А вот уток, а вон они, 2 черка пролетели. Только хотел сказать, уток нету, вот тут, прям над головой 2 черка пролетели. Даже звук крыльев не услышал. Это были черки. Не знаю, в кадр попало или нет. Но, в принципе, недалеко должны были видеть. В полголоса стараюсь говорить, потому что все, я как-то надеюсь кого-то увидеть под выстрел, стрельнуть хоть пару патронов. Но не сегодня. Ладно, пойду обратно. Сейчас уже пойду на избу. Попью чаек, перекус организую и буду спать. В избе Ташкент, но немножко темно. Время надо посмотреть. 21. Ну, 20 минут 10-го. Рано еще, в принципе. Примерно до 3, наверное, буду спать. А там посмотрим, что дальше делать. Когда бродишь в тайге, хоть нагрузки нету, ничего, все равно аппетит, нагуляешь быстро. Я просто свободным ходом шел, не спеша, спокойно так. Нагулял себя аппетит. Сейчас чай попью с этим, с колбасой. Как бы скоро портящийся продукт. Колбаса. На завтрак суп есть у нас. Яйцо, все это дело. Это надо колбасу, как ни крути, быстро-быстро съесть. Сало сейчас уже меньше будете видеть у меня в походах, потому что я сало только беру в основном зимой. Сейчас летом
Сало не буду брать. Вкусно. Будильник надо сделать, поставить. Примерно. Давайте 3 часа я поставлю. 3 часа утра. 3 часа поставил. На 3 часа. Примерно 5 часов буду валяться, спать. 3 часа встанем и будем решать, что дальше делать. Вот. И, наверное, пора сегодняшний день заканчивать съемку. Ну, что сказать. Была уборка, все показал. Был поход с ружьем. Ни одного выстрела не сделал. Обзор избы показал. Ну и звук природы, надеюсь, было слышно. Кому нравится такой формат съемки, обязательно в комментариях пишите, чтобы я знал, чтобы я дальше старался что-либо заснять. Может, снимаю, а большинство зрителей может и большинству зрителей может не нравится. Ну, просто пишите, нравится, не нравится. Вот. Под видео там, под любыми сериями там, напишите, чтобы мне ориентировочно знать. Вот. Ладно, ребят, встретимся завтра. Продолжение будет. Завтра уже будем дальше снимать. А сегодня остается только ждать рассвета и отдыхать. Все. Пока. Я ужинаю и отдыхаю. Быстрый ужин.